Это первый заместитель градоначальника Астаны Сергей Хорошун. С этого месяца он ездит на такси за счет налогоплательщиков. Правда, такси у него отдельное, черное, и возит только его. Такой цвет, как говорят в службе такси, предусмотрен только для акима. Для других чиновников из администрации авто белого цвета и попроще. Таксисты говорят, что госслужащие в день в среднем делают 4 поездки. Это утром они сюда приезжают, отсюда они на обед, с обеда соответственно на работу и с работы домой. А они могут на обед ездить на такси? Или они за свой счет ездят? Это неизвестно. Где-то я не знаю. Цена такой поездки 500 тенге за первые 3 километра. Это чуть менее $1,5. Далее по счетчику. Чиновники говорят, что так за 5 лет они сэкономят деньги налогоплательщиков на 600 миллионов тенге. Но к этой инициативе горожане относятся скептически. Я думаю, наверное, с помощью такси. Я так думаю. Все-таки же чиновники. Пусть видят, как простой народ ездит. Правильно же? Никакой экономии нет. Для будущего в Казахстане ничего нету. Для народа самое главное. Такси тоже можно бесконтрольно использовать, в зависимости от бюджетов, контролинга и вообще процедур. Пусть ездят на автобусе, пусть посмотрят, каково это, как не работает Астана ЛРТ, как работает управление пассажирского транспорта. На автобусы пересаживаются. Новый аким Астаны Бахыт Султанов говорит, что давно не использует вообще никакой транспорт, только днем и иногда. Я и раньше ходил по утрам на работу пешком. Сейчас придется делать круг, но моя работа находится недалеко от дома. Это полезно, потому что по дороге на работу я смогу осмотреть улицы, увидеть недочеты и дать соответствующие поручения. Днем на работу я буду ездить на такси, потому что прогрессивные идеи, которые приняли бывшее руководство акимата, нельзя останавливать. Их надо продолжить. Экономист Данияр Молдаканов не уверен, что чиновникам удастся сэкономить, если каждый из них будет разъезжать на такси. По его мнению, эта привилегия должна быть доступна только тем, кто имел служебное авто ранее. На самом деле машину содержать очень дорого, а на такси пару раз ездить это в принципе нормально. И плюс ко всему у них не будет возникать каких-то расходов на поломку и так далее. Поэтому экономия, она в принципе реальна. Единственное, я не знаю, как они это будут регулировать. То есть человек же может вызвать такси за свой счет, грубо говоря, да, для того, чтобы это такси я не знаю, семейные дела какие-то порешал. То есть он спокойно может детей в школу на этом такси отправить. В акимате говорят, что вызывают такси только эконом-класса для своих сотрудников. И у всех у них установлен денежный лимит. Если кто-то из чиновников исчерпает установленный предел, то ему придется ходить пешком. Светлана Глушкова, Ганизат Успанов. Настоящее время Азия. Казахстан. Астана.